Вся татарская история в одном подкасте. Лекторий «Миллиард татар». Я Измаил Гутер Искандерович. Моя лекция сегодня, она действительно посвящена истории мечети. Я пока пытался вместить вот все свои задумки вот в эти 50 минут, понял, что это невозможно. В действительности можно провести не одну лекцию, посвященную этому замечательному памятнику и архитектуры, и культуры, и, главное, духовной истории татарского народа. На мой взгляд, вот действительно наше событие, которое сейчас мы здесь собрались, это, наверное, первое такое мероприятие, которое открывает вот этот самый музей. Он действительно открылся в октябре 2024 года, но до сегодняшнего дня здесь посетители только вот по большим праздникам или отдельные гости сюда приходили. Я рад, что сейчас есть возможность сюда прийти уже людям для того, чтобы вот увидеть тот музей, который сейчас существует. Ну, не совсем правильно, когда говорят, что я автор концепции, номинально оно так, но в действительности над историей изучения мечети Марджани и вообще в целом татарской слободы работало большое количество людей. И ну, вот я буду свою лекцию как раз сопровождать слайдами. И огромное количество литературы, которая писалась, в том числе по истории татарской слободы, по истории мечети Марджани, вот она представлена на этом экране. И надо сказать, что до сих пор огромное количество белых пятен, лакун, которые посвящены истории этой замечательной мечети. Причем самое удивительное, что большое количество вопросов научно-исследовательских связано с советским, скорее, периодом существования вот этой мечети. Если 19 век мы можем прекрасно анализировать те документы архивные, которые у нас имеются, то по советскому периоду гораздо более все фрагментарно, и многие вопросы до сих пор не изучены. Ну вот здесь я представил несколько книг, которые посвящены в целом истории татарской слободы. К сожалению, вот отдельной такой большой книги, посвященной истории мечети, на сегодняшний день нет, но, на мой взгляд, это вот дело будущего, дело будущих исследователей. Несколько книг, которые я здесь представил, я так или иначе все равно базируюсь на тех книгах, которые и тех исследований, которые провели исследователи до меня. Это и замечательная книга Радика Каримовича Салихова с Рамилем Равиловичем Хайруддиновым, посвященная историческим мечетям города Казани. Это и книга Ильнура Рафаэльевича Минуллина, посвященная мусульманскому духовенству в 20-30-е годы. Ну и целый ряд вот сборников, которые выходили, сборников конференций, посвященные татарской слободе в первую очередь, но тем не менее, так или иначе, они затрагивали историю мечети. Надо сказать, что вот наша экспозиция музея как раз то же самое начинается с того, что когда говорят, что первые мечети возникли здесь в конце 18 века, это, конечно, неправильно. Дело в том, что, по всей видимости, первые мечети, которые возникли в татарской слободе, уже через 40 лет после завоевания, практически после завоевания Казани в 1552 году. По крайней мере, в 1591 году казанский митрополит Гермоген как раз писал письмо царю Федору Иоанновичу о том, что прежде всего от казанского взятия в 40 лет не бывали в татарской слободе мечети, а ныне учили мечети ставить близко к посаду, всего как из лука стрелить. Но сама вот эта фраза даже как из лука стрелить, это не, по всей видимости, не была игра слов, а сам Гермоген намекал на некую опасность, которую представляет и жители татарской слободы, несмотря на то, что мы всегда говорим, что татарская слобода выделялась, и в этом плане ее рассматривали как неких агентов влияния, в том числе царской власти, на другое татарское население. Тем не менее, вот этот как раз указ фиксирует, что начали появляться мечети здесь, видимо, в конце 80-х, начале 90-х годов 16 века. На протяжении нескольких лет у нас очень мало, вплоть до начала 18 века, практически нет сведений о татарских мечетях. Отдельно упоминается о присягах служилых татар. Ну, по всей видимости, тоже связано это было, тем не менее, с мечетями. Но вот есть такой замечательный план 1750 года, который был опубликован и обнаружен исследователем Халимом Минуловичем Абдуллиным. Вот, в частности, он как раз опубликовал план татарской слободы, на котором как раз указаны две мечети, которые, по всей видимости, к этому периоду существовали. Вот на современном плане, также по карте 18 века, было реконструировано примерное расположение вот этих мечетей, первых мечетей
деревянных мечетей 18 века, которые, по всей видимости, располагались, вот одна из них располагалась недалеко от мечети Марджани современной, а другая, по всей видимости, располагалась в районе современного тогда границы Сенного базара. Там долгое время располагалось татарское кладбище, которое фиксируется и в крестовой книге 65-67 годов 18 века. И, по всей видимости, там какая-то находилась тоже мечеть. После пожара, к сожалению, текст почему-то полетел на слайде, но тем не менее, после пожара 1742 года и пожара 1749 года, по всей видимости, пострадали, в том числе, как известно, татарская слобода практически полностью выгорела. И пострадала в том числе одна из мечетей, которая в 1749 году тоже сгорела во время пожара. И восстановить ее уже власти не позволяли. Вот в этой связи как раз и стал вопрос о необходимости появления новых мечетей, но разрешения от царского правительства на это не было. Кроме того, ситуацией, связанной с пожаром, воспользовался и казанский митрополит Лука Конашевич, который, по сути своей, шел по тому же пути, что и Гермоген. Он пытался представить татарскую слободу как некая опасность для царской власти. В этой связи вот он как раз призывал, во-первых, выселить эту татарскую слободу на новое место, а кроме того снести и убрать те мечети, которые там сохранялись. Так или иначе, эти все события привели к тому, что действительно жители татарской слободы неоднократно обращались в Санкт-Петербург и обращались в царскую администрацию с просьбой о разрешении, во-первых, не выселяться с татарской слободы, во-вторых, построить здесь еще, восстановить те мечети, которые пострадали в результате пожара 1749 года. Здесь еще есть такая, бытует легенда относительно того, что Лука Конашевич говорил о том, что якобы обвинял татар в поджоге. Это неверно, поскольку сам Лука Конашевич как раз говорил о том, что в день пожара он нашел несколько свидетелей, и сам отчасти был свидетелем этого, что большой какой-то яркий огненный шар упал на территорию татарской слободы, оттуда разгорелся большой пожар, который уничтожил большую часть города. И как раз в отношении правительствующему синоду он говорил о том, что это есть кара Божья. Она как раз показывает, почему загорелась именно татарская слобода, что же даже Господь Бог не стерпел вот этого надругательства над православной верой и таким образом, в общем, своим каким-то вот этим чудодейственным огнем начал сожжение татарской слободы, и от чего пострадали в том числе православные церкви. Вот это одна из таких идеологических, в том числе, идей, тех идей, которые сам Лука Конашевич пытался представить. Сам правительствующий синод обращался к Луке Конашевичу с просьбой подтвердить, действительно ли был это чудодейственный огонь некий. Вот он искал свидетелей этого события, но тем не менее дальше дело не пошло. Надо сказать, что события и вот вообще в целом жизни татарского народа и татарской слободы изменилось в эпоху Екатерины II, которая как раз приняла целый ряд законодательных указов, законодательных актов и указов, которые во многом изменили положение и ислама, и татарского населения в Российской империи. Этому несколько предшествовало событий. С одной стороны, это посещение в 1767 году города Казани Екатерины II во время ее великого большого волжского вояжа. Кроме того, деятельность уложенной комиссии, которая должна была собрать все чаяния народов Российской империи и представить ее государыне. Вот в частности там участвовали в том числе представители татарского населения и депутаты от татарской слободы, которые как раз собирали все свои чаяния и надежды, связанные с царской властью. И одним из просьб к населению было просьба о разрешении исповедовать религию, исповедовать ислам. И в частности, вот как раз представители татарской слободы точно так же обращались к Екатерине с этими просьбами. В результате, знаменитая история, Екатерина II, побывав в Казани, в том числе посетила татарскую слободу. По всей видимости, здесь она встречалась с представителями татарской слободы, как указывается, что некие лучшие люди, абызы, встречали ее. И вот знаменитая легенда о разрешении, о том, что она из устно повелела разрешать татарам построить здесь две каменные мечети. Одна из них мечеть Марджани, и другая Апанаевская мечеть.
Надо сказать, что с Екатериной II связано несколько важных, как я уже говорил, законодательных актов, которые во многом изменили положение татарского населения. Почему произошла вот такая смена политики? Во многом потому, что сама Екатерина II поняла, ну, особенно чувствуя, что вот это нарастает недовольство среди инородческого, особенно населения, она чувствовала, что необходимо изменить политику и поставить гражданскую лояльность населения, представителей различных народов, выше, чем их различные конфессиональные и этнические различия. И в этой связи вот как раз она, во-первых, в 1764 году закрывает контору новокрещенских дел, который действовал в Казанской губернии. Лука Конашевич переводится из Казани. В 1773 году выходит указ о терпимости всех вероисповеданий. И в 1784 году, например, татарский Мурзов уравнивается в правах с русским дворянством. Но здесь еще сыграло свою роль и завоевание Крыма в 1783 году. И этот указ в том числе был направлен на крымскую знать, которую необходимо было привлечь на сторону российского государства. А вот в 1788 году учреждается Духовное Магометанское собрание, которое по сути своей, вот даже современное духовное управление мусульман отчасти продолжают традиции вот этого органа, который создан еще был при Екатерине II. Что касается самой мечети. Действительно, она разрешила здесь строительство двух каменных мечетей. По сведениям Шахабуддина Марджани, он говорил о том, что к строительству мечети подключились наиболее богатые, видимо, представители татарского общества и представители татарских слобод. В частности, он говорит о 62 людях, которые выделили сумму примерно 5000 рублей. Ну, действительно, огромная по тем временам сумма. И он как раз говорил о том, что, выделив эту сумму, они начали искать возможности для того, чтобы искать строительный материал. И в частности, он говорил о том, что один из мул ездил вплоть до Астрахани и искал там, например, камень, который необходим будет для строительства вот этой каменной мечети. Но вообще отдельно надо сказать, что кроме выделения средств, считается, что мулла, и сам Шахабуддин Марджани писал, что мулла Абу-Бакир Ибрагимов, Муэдзин Исхак Ибрагимов и Муртаза Юсупов отдали для строительства будущей мечети свои личные земельные участки, которые, по всей видимости, располагались на том месте, на котором и находится ныне мечеть Марджани. Так или иначе, отдельно надо отметить, что сам Шахабуддин Марджани, например, говорил о том, что среди вот этих 62 человек не было представителей династии, будущей богатой династии Юнусовых, поскольку, как он говорил тогда, они на тот момент не были богатыми людьми и были, в общем, довольно по своему материальному положению среднего достатка. И вот среди как раз этих 62 человек он этих Юнусовых никогда не выделял. Что касается мечети. Строительство началось с 1767 года и, по всей видимости, к 1770 году было закончено. Здесь стал один из таких вопросов касательно облика мечети, архитектурного облика мечети, в которой мы сейчас находимся. Дело в том, что, по мнению доктора архитектуры Нияза Хаджиевича Халитова, первоначальный облик мечети отличался от того облика, который мы имеем на сегодняшний день. По его мнению, реконструкция, которая была выполнена им, мечеть первоначально была выполнена в стиле русского барокко, и она отличалась полихромией определенной, то есть это сочетание желтых, зеленых цветов. Но, по его мнению, он сравнивал в том числе с Петропавловским собором по своей архитектурной цветовой гамме. Он как раз сравнивал мечеть Марджани и Петропавловский собор в Казани. Кроме того, по его мнению, минарет, который был выстроен первоначально, отличался от того минарета, который имеется на сегодняшний день. Действительно, перестройка минарета произошла в XIX веке, и, возможно, действительно минарет, который был построен в начале, к 1670 году, отличался от того минарета, который уже дошел до наших дней. В качестве подтверждения своих слов, например, Нияз Халитов говорил о том, что когда была большая реконструкция мечети, в том числе в 1680-е годы и в более ранний период, что он поднимался на крышу мечети и, в частности, под побелкой нашел некие
охристые цвета, то есть более такие желтого цвета, остатки некой штукатурки. По его мнению, как раз вот это и тоже в том числе подтверждает идею о том, что сама мечеть имела несколько другую форму минарета, ну и сам ее вид был, как я уже говорил, более такой яркий, не такой, вот, как сейчас классический, в стиле такого классицизма скорее выполненный. Ну и вот отдельно он рассматривал в том числе аспекты, связанные с тем, что вот здесь вот представлена такая схематичная изображение мечети, где он как раз пытался показать гармоничность высоты минарета, которая отличалась в том числе от современного его вида, и что нынешний минарет несколько отличается по своей форме и высоте в том числе. Ну и отдельно вот здесь выделено два этажа, это первый, второй этаж, первый этаж, на котором мы вот сейчас находимся, которые были первоначально построены. Дальнейшие пристрои осуществлялись уже в XIX веке и в XX веке. То есть то современное здание, вот, которое сейчас пристроено, от буковкой «Г» к историческому зданию мечети, оно появилось только уже в XX веке. Надо сказать, что вот этот облик, исторический облик мечети менялся в том числе под вообще воздействием и влиянием политической ситуации в стране, я на этом остановлюсь чуть позже. Те перестройки, которые произошли с мечетью Маржани в XIX веке, вот я выделил несколько, которые во многом были выполнены и сделаны представителями татарского купечества, в том числе купцами Юнусовыми. Ну вот, например, в 1685 году перестраивается минарет, он обретает вот ту форму, которая имеется на сегодняшний день. В 1887 году вокруг него был устроен ажурный вот этот металлический парапет. Еще ранее, в 1863 году, был перестроен михраб в том числе. Считается, что он был увеличен и добавлено вот это окно, которое есть у него сейчас. Кроме того, в 1861 году считается, что была перестроена сама крыша. И кроме того, была заменена деревянная ограда вокруг мечети на каменную ограду, которая, по сути своей, в том же виде дошла до наших дней. Видимо, вот с начала XIX века, когда мы говорим о том, что да, с 60, возможно, среди представителей вот этих 62 богатейших представителей каких-то татарских купечеств, татарских семейств, татарской слободы Юнусовых не было, но тем не менее в начале XIX века вот эти купцы Юнусовы начинают все больше и больше играть роль в первом приходе, к которому относилась мечеть Маржани. Ну, тогда первая соборная мечеть. По крайней мере, вот в начале XIX века они начинают активно участвовать в торговле, в том числе поездки в Кяхту. Это знаменитое место торговли, русско-китайской торговли, куда они вывозили различные кожи для продажи, там выменивали на эти кожи чай, привозили его в Казань и впоследствии распродавали по различным ярмаркам Российской империи. Вот в том числе как раз это стало во многом залогом их успешного процветания впоследствии. Считается, что вот наибольше как раз добился успеха на экономическом, вот этом, на коммерческом поприще Мухаммед Рахим Юнусов, который он строит кожевенные заводы, начинает торговать кожевенными товарами на Нижегородской, Оренбургской, Ирбитской ярмарках, в том числе выезжает в Среднюю Азию. Это все позволило вот сформировать Юнусову достаточно мощный торговый капитал, который и продолжили его сыновья и внуки, наиболее ярким представителем из которых являлся Ибрагим Губайдулович Юнусов, казанский купец. Вместе со своим братом Исхаком они, например, получили статус и звание коммерции советников, единственные из татарского купечества, кто удостоились этого звания. Это звание удостаивались люди, которые на протяжении нескольких лет находились в статусе первых гильдейских купцов. В действительности это довольно сложное дело удержаться вот в этом статусе, поскольку могла меняться политическая конъюнктура, экономическая. Если ты, съездив в Кяхту, в итоге выменял кожи не по выгодному для себя курсу, то в конечном итоге, ну я уж не говорю о том, что если тебя ограбили по дороге, то ты попросту оказываешься без средств
к существованию, потому что вот это твой достаток, это вот эти самые кожи, которые ты вывозишь на продажу в Китай. Достижениями, например, представители Юнусовых неоднократно были во главе органа городского самоуправления татарских слобод, Казанской татарской ратуши, и Мухаммед Рахим Юнусов, например, в 1793 году был бургомистром этой ратуши, и Губайдулла Юнусов, отец Ибрагима и Исхака Юнусовых, тоже находился в этой должности. Он был городской главой и занимал должности бургомистров. Ну и сам Ибрагим Юнусов единственный человек, который занимал должность татарского главы в течение, 2 срока занимал он. С 1842 по 1844 и с 1854 по 1955 год до момента закрытия этого органа городского самоуправления и объединения его с Казанским городовым магистратом. Вот эти как раз купцы и во многом с 20-30-х годов 19 века начали определять в том числе судьбу первого прихода. Что касается первых имамов первой соборной мечети, то вообще надо сказать, что сам Шахбудин Маржани, например, считал, что первым имамом мечети являлся Абу-Бакр Юнусов Аль-Каргали. И он считал, что именно он родился при мечети до 1774 года. Но надо сказать, что по тем данным, которые дошли у нас, в том числе и архивным материалам, что все-таки Абу-Бакр Ибрагимов был первым имамом первой соборной мечети. Например, сохранилось несколько документов, это как раз его подпись Абу-Бакра Ибрагимова, в которой он писал о том, что определен был в 1762 году в первой мечети муллою, то есть еще до строительства этой каменной мечети, он находился в первом приходе муллою и находился там бессменно до 1789 года. Более того, там как раз говорилось о том, что впоследствии его избрали казием Оренбургского Магометанского духовного собрания, он находился там в должности некоторое время и потом уже возвращался сюда, в Казань. Из всех представителей, я уж на каждом отдельно останавливаться не буду, сам Шахбудин Маржани, например, выделял Ибрагима Хазяша, или Хузяшева, или Хузяш, его называют иногда, как человека наиболее в этом плане авторитетного и одного из таких важных духовных лиц вообще татарской слободы. По его мнению, он был один из таких ярких сторонников, во-первых, соблюдения всех мусульманских обрядов. Он, например, строго следил за правилами бракосочетания, неоднократно решал вопросы, связанные с наследством. Вообще, по мнению Шахбудина Маржани, у него были хорошие связи с муфтием Оренбургского духовного управления, и, возможно, это тоже обеспечило у него определенную лояльность. В действительности он был казанским ахуном, решал многочисленные вопросы, которые возникали в общине татарской, неоднократно решал вопросы, связанные с наследством, с разводами. Но здесь надо сказать, что он действительно после его смерти считает, осталось у него большое наследство, и он действительно человек был явно очень богатым. Там по тем данным, даже которые сохранились, более 2,5 и около 3000 общая сумма имущества, которое находилось после смерти Ибрагима Хазяшева и его наследников. Часть это было представлена в виде дома, у него было 2 дома. Кроме того, часть он активно давал, видимо, в долг людям, эти долги постепенно возвращались, это тоже было частью наследства последующих его сыновей и дочерей в частности. Надо сказать, что все это, как правило, во главе первого прихода находились люди действительно авторитетные, люди, которые пользовались уважением в самой общине. И сами постепенно купцы Юнусова тоже стремились, чтобы во главе мечети, которые они опекают, тоже находились люди, как минимум, получившие прекрасное духовное образование и, кроме того, пользующиеся большим авторитетом в общине. Надо сказать, что последнее не очень удалось у них с представителем, это Саид Хамитов, который был как раз муллой вплоть до
приходу туда в 1849 году Шахбудина Маржани. Вообще считается, что вот этот Саид Хамидов, человек, видимо, тоже действительно такого характера, очень и очень, сам Шахбудин Маржани считал его, что он обладает скверным характером, и описывал, в частности, следующим образом. Когда его одолевал страх или он замышлял свои бесовские шутки, то был готов залезть хоть в разрушенную нору ящерицы, хоть в задницу паршивой собаки. Обманываясь своим формальным авторитетом, он унижал других и нисколько не заботился об этом. Но здесь история, почему он такой дает характеристику этого человека, связана с тем, что когда в 1849 году, видимо, летом, вот этот Хамидов решает уйти, решает отойти от дел в первом приходе и отправляется в хадж, Юнусовы начинают искать человека, который мог бы стать во главе первой соборной мечети. И внимание их как раз привлек человек по имени Шахбудин Маржани, который только тоже летом 1649 года вернулся из обучения в Бухаре и Самарканде. И вот как раз они его приглашают в конце 1849 года возглавить первую соборную мечеть и вот возглавить первый приход. К тому времени как раз Саид Хамидов, он как раз решил, что ему, в общем, сам Шахбудин Маржани считает, что он поссорился во время путешествия в хадж со своими попутчиками, и тот решает вернуться обратно в Казань и начинает претендовать в том числе на место как раз первого муллы в первой соборной мечети. И здесь он сталкивается с Шахбудином Маржани, начинается между ними такая борьба, которая закончилась тем, что неоднократно, по мнению Шахбудина Маржани, в том числе вот этот Саид Хамидов писал кляузы на него в Оренбургском Мегутанском духовном собрании, в результате чего, например, Шахбудин Маржани в 1854 году даже был отстранен на несколько месяцев от должности имама соборной мечети. Тем не менее, надо сказать, что даже после смерти Саида Хамидова, бывшего муллы первой соборной мечети, Шахбудин Маржани сам пишет в своем Мустафат аль-Ахбар, что, как он пишет, автор этих строк прочитал джаназа после его смерти. То есть, тоже такое определенное примирение. Я не буду долго останавливаться на Шахбудине Маржани, потому что это отдельная большая тема. Тем не менее, Шахбудин Маржани действительно благодаря своему авторитету сумел создать вокруг первого прихода. Он здесь активно способствовал тому, что здесь начинает развиваться, создано еще при, видимо, Абу-Бакре Ибрагимове медресе. Вот он его начинает все больше и больше расширять. Слава о его преподавательских способностях выходит далеко за пределы татарской слободы. Сюда начинают приезжать многочисленные шакирды, которые обучаются в этом медресе. И действительно, человек он был крайне талантливый. Что интересно, его неоднократно тоже в том числе предлагали отправить казаем в Оренбургское духовное управление мусульман. Но каждый раз находились, как он считает, недруги, которые не способствовали тому, чтобы его назначили на эту должность. Но я считаю, что даже это сыграло положительную роль. У него действительно оставалось больше времени на изучение наук различных, написание книг, в том числе Мустафат аль-Ахбар, Вафият аль-Ислах. И если бы он переехал в Оренбургское Мегутанское духовное собрание в качестве казая, эта работа, по сути своей, чиновничья. Она с утра до вечера ты находишься и разбираешь многочисленные наследственные дела, споры между прихожанами и муллами. Здесь же у него была возможность, находясь в должности муллы, имама первой соборной мечети, он в том числе продолжал заниматься своими научными изысканиями, активно участвовал в том числе вообще в целом научной жизни Казани и в целом Казанской губернии. После смерти Шахбудина Маржани, по всей видимости, где-то в конце как раз 19 века закрепляется вот это негласное название за этой мечетью, как мечеть и приходом в целом, мечеть Маржани. Но подтверждается это в том числе тем, что по большому счету люди, которые находились после смерти Шахбудина Маржани во главе этой мечети, так или иначе были с ним связаны. С одной стороны, это после его смерти Бурхануддин Маржани, его сын, возглавляет первую соборную мечеть. Надо сказать, что он помогал отцу еще
до его смерти с 1881 года и в должности второго муллы. Но постепенно после смерти в 1889 году Шахбуддин Марджани он как раз становится первым муллой. Но, как считают, его организаторские способности не были даже близко сравнимы со способностями его отца. И довольно быстро, считается, что даже муэдзин этой мечети начал играть большую роль, чем сам имам Бурхануддин Марджани. Ситуация действительно стала заметно меняться. Медресе, которая раньше славилась на всю округу своими преподавательскими курсами, своим авторитетом, постепенно теряет вот этот статус. И было решено, неоднократно пытались прихожане пригласить ученика и зятя Шахбуддин Марджани Сафиуллу Абдуллина на должность первого имама, но каждый раз, в общем, находились различные проблемы, которые не позволяли им назначить его на должность имама. В результате только в 1908 году Сафиулла Абдуллин становится во главе этой мечети. Ну и впоследствии надо сказать, что до 1916 года, по всей видимости, он был как раз во главе мечети, а потом уже внук Шахбуддина Марджани, Габдельхамид Марджани, 1917 года находился во главе этой мечети. Именно он, по сути своей, встретил события революции 1917 года, которые ключевым образом изменили как жизнь вообще в целом страны, так и в том числе повлияли на жизнь самой мечети. Происходит революция, в 1918 году принимается декрет об отделении церкви от государства. Казалось бы, под этим ничего не значащим таким декретом всего лишь церковь отделяется от государства и школы, а в действительности начинается постепенно активная волна антирелигиозной пропаганды. Первоначально она не была заметна, даже в 1922 году, например, появляется строится еще одна закабанная мечеть, открывшаяся в 1922 году. Тем не менее, уже в 20-30-е годы начинается первая такая серия закрытий мечетей по городу Казани. Вот в Новотатарской Слободе, например, перестраивается под клуб здание мечети. Ну и вообще в целом здание мечети, как правило, приспосабливали под необходимые нужды советского государства. Надо сказать, что повезло мечети Марджани, что она и не была закрыта, и здесь не были размещены какие-то клубы, библиотеки, ясли. Существовала даже легенда, что один из муэдзинов в 30-е годы якобы отдал свой дом за то, чтобы, в общем, не забирали у верующих вот это здание мечети. В действительности, скорее всего, это какое-то легендарное событие, но тем не менее оно отражает реалии тех лет. Чудом мечеть Марджани не была закрыта, но тем не менее здесь жизнь верующих усложнилась в связи с тем, что каждое из зданий, которые находились, мечети различные, их необходимо было приспособить под нужды, как я уже говорил, советского государства. И в 1926 году здесь размещается на территории мечети и ряда построек, которые с ней были связаны, размещается артель Ирек системы кооперации инвалидов. Такая модная тема, которая еще появилась в 1921 году в Советском Союзе, когда объединялись различные пенсионеры, люди, которые, например, прошли войну гражданскую, Первую мировую, инвалиды, и они объединялись в такие артели, которые занимались различными видами производства. Здесь несколько примеров, к сожалению, я не нашел, нет фотографий именно артелей Ирек. Это вот примеры таких артелей в других регионах. Вот этот актив одной из артелей системы кооперации. Ирек заняла часть здания мечети, по всей видимости, вот этот первый этаж, на котором мы с вами находимся. По крайней мере, говорилось о том, что под мечетью разместилось хранилище и 4-5 тонные котлы для варки олифы. По всей видимости, само производство артели Ирек, здесь несколько таких, в общем, прямо скажем, ядовитые производства. Они изготавливали клей галерный, колесную мазь, лаки, краски, олифу. И это, по большому счету, часть корпусов, которые принадлежали, видимо, и относились к мечети Марджани, они тоже были заняты под хранилище для вот этого производства этой всей продукции. В 1948 году считалось, что объем выпущенной продукции артели Ирек
около почти 2 миллиона рублей. Надо сказать, что вот по тем данным, даже которые я смотрел за 30-е годы, 40-е годы, как-то вот особо сказать, чтобы артель выделялась на фоне других, она практически никаким таким не пользовалась такой уж действительно мощным производством, не славилась она этим мощным производством и редко даже попадала в статистические материалы. Была ли эта цифра действительно такова, вот, производство вот этого, мы, к сожалению, можем только вот по тем чиновничьим отпискам, которые спускались в ответ на просьбы верующих о том, чтобы убрать с территории мечети, выселить с территории мечети вот эту артель. Тем не менее, неоднократно эти попытки увенчались успехом только уже в послевоенный период, в 1950, если не ошибаюсь, 6 году. Вот неоднократные просьбы верующих о выводе артели с территории мечети наталкивались вот на такие объяснения, что вообще артель РЕК, система кооперации инвалидов, занимает помещение под мечетью с 1626 года. Перевод цехов артели в другое место по предварительным подсчетам обойдется около 800 тысяч рублей, что вызывает большие убытки. И кроме того, артель будет вынуждена прекратить свое существование на продолжительное время. Это являлось причиной, почему артель не переводили. Ну, по крайней мере, официальная версия была такова. С 20-х годов, такие наиболее, видимо, тяжелые периоды для мечети, в самой мечети находился имамом, известный в том числе востоковед, ученый Тахир Ильяси. Он был зятем Софиуллы Абдуллина и, надо сказать, одним из его учеников. Вот он здесь с своей супругой, здесь вот он слева сидит, и Муса Бегиев, Таржимани. Человек он был действительно авторитетный и, по всей видимости, в 1929 году тоже попал под репрессии. Ситуация во многом и для ислама, и для в целом религии в Советском Союзе изменилась, как это ни прискорбно, с Великой Отечественной войной. Уже в 1941 году, в сентябре, Габдрахман Расулев, муфти, выступает с требованием и призывом к мусульманам поддержать борьбу с Германией. 15 мая 1942 года готовится новое патриотическое обращение, в котором как раз говорится о том, что мы, ученые ислама и духовные деятели, живущие в Советском Союзе, призываем всех мусульман к единодушной защите любимой Родины и мусульманского мира от германских фашистов и их приспешников. Надо сказать, что среди тех людей, которые в том числе подписали вот это патриотическое обращение, были в том числе представители мечети Марджани. Среди них это человек, который занимал в годы Великой Отечественной войны должность имама, это Кимуддин Кадыров. Он, в частности, в 1944 году подготовил фетву, который тоже призывал единоверцев поддержать борьбу с фашизмом, и вот это обращение даже рассылалось по всем районам Татарской Республики. Надо сказать, что вот отдельно в газете даже публиковалось письмо с благодарностью Иосифа Виссарионовича Сталина мухтасибу Казанской городской мечети Кадырову Киемуддину Кадыровичу за сбор средств в фонд Красной Армии. Надо сказать, что и события, по всей видимости, связанные с войной, и в целом, наверное, ужасы войны повлияли на то, что вообще религиозность в стране она не пропала. Более того, в 1945 году первый же Курбан-Байрам, например, собрал огромное количество людей. По подсчетам уполномоченного по делам религии говорилось о 25 тысячах мусульман, которые собрались в этот день. И одним из центров сбора вот этих людей была как раз мечеть Марджани. Ну и когда спрашивали у людей, почему они собираются в этот день, они говорили, что многие из них в окопах, находясь в окопах, клялись, что если выживут, то зарежут Корбан для того, чтобы подчеркнуть, в общем, что милость Аллаха, что он спас им жизнь. Вот тоже еще мусульмане, которые приходили, это фотографии 1650-х годов, тоже фотографии 1650-х годов, верующие выходят из мечети Марджани. Вот, сейчас вот мы с вами находимся здесь на первом этаже. Здесь еще, если вы видите, вот это старый, по всей видимости, пристрой. Надо сказать, что после
смерти Сталина тоже ситуация несколько меняется. С одной стороны, ослабляется давление на религию, с другой стороны, вот эта хрущевская антирелигиозная политика привела к тому, что мечети, церкви становились правомерным с точки зрения государства и источником вообще религиозных дел, мыслей. И нельзя было где-то показывать свою религиозность, кроме как, например, в стенах мечети или церкви. Человек, который после войны находился в мечети Марджани, был человек по имени Исмагил Муштариев. Он дважды здесь находился в качестве имама. И с его именем связано что? Во-первых, он сумел добиться нескольких поблажек для мечети Марджани. В 1656 году, например, выводится артель «Ирек». Кроме того, выделяют автомобили «Победа» и «Волга». А кроме того, он добился возможности чтения, точнее, даже не чтения, скорее всего, а призывы на намаз с помощью микрофона. Кроме того, сделано это было, по всей видимости, только в праздничные дни, как правило. Сама, надо сказать, что мечеть тоже становится местом такого, центром татарской слободы в этом плане. Вот тоже несколько фотографий 50-х годов. Верующие собираются как раз на молитву. После его смерти Исмаил Муштариев, после того, как он покидает пост имама, некоторое время находился Исмагил Рахматуллин, тоже имам мечети Марджани, 63 по 67 год. И вот один тоже ярких долгожителей имамов, это Габделькабир Яруллин с 67 года, визитка его даже сохранилась, который тоже был имамом мечети. В 80-е годы здесь долгое время человек, которого мы сейчас все знаем как Талгат Таджудинов, тогда он звался Талгат Таджиев, второй имам мечети с 73 по 74 год, по 78 год, и первый имам с 1978 по 80 год. Впоследствии в 80 году он переводится муфтием Духовное управление мусульман. Надо сказать, что это, с одной стороны, поблажка религиозным деятелям, она, с другой стороны, была очень четко контролировалась, вся деятельность мечети. Например, имамы мечети Марджани обязаны были, единственные в Казани существующие, обязаны были тексты своих проповедей предоставлять уполномоченным по делам религии, в которых он вносил свои редакторские правки. Например, «Пусть будет проклятие, как сказано в аятах и хадисов, на тех, кто стремится нарушить мир счастливо живущих людей». Зачеркнуто уполномоченным по делам религии написано «Пусть будет проклятие, как сказано в аятах и хадисах, на капиталистических хищниках, стремящихся нарушить мир». То есть проповедь старались приобщить, приблизить, что ли, к советской такой риторике. Несколько проповедей. Это проповедь Исмаила Муштариева, в которой он расписывается и предоставляет уполномоченным по делам религии. Сафиуллы Гизатуллина он исполнял временные обязанности имама Хатыба в 1963 году. И Исмагила Рахматуллина. В целом, темы проповедей очень четко делились. Обязательно борьба за мир. Это новые тенденции советского государства с середины 50-х годов. Трудовая и общественная этика, трезвость, осуждение пьянства, воспитание детей, семейные ценности. Вообще они очень четко совпадали с принятым в 1961 году моральным кодексом строителя коммунизма. Поскольку остальные темы практически невозможно было поднимать, религиозные очень и очень коротко в этих проповедях поднимались. Единственное, где могла продолжаться такая, скажем так, пропаганда исламских, мусульманских ценностей, это те традиционные обряды, которые были связаны с татарские традиционные обряды. Это женаза, это эсэм-кушу, это упоминовение на кладбищах и никах. Здесь фотографии, это фотографии 50-х годов, это 80-х годов. Точно так же отдельно Исмагил Рахматуллин и 60-е годы на кладбище тоже Исмагил Муштариев. Тоже это, по-моему, никах. Здесь тоже никах, как раз
обряды. И через них доносились вот эти как раз мусульманские ценности, религиозные обряды. Кроме того, мечеть Маржани стала такой витриной советского ислама, поскольку единственное в Казани, сюда в Советский Союз приезжали многочисленные представители так называемого второго мира, третьего мира даже, которым обязательно на порядке показывали в том числе мечеть Маржани как пример существования равноправного, полноценного существования ислама в Советском Союзе. Вот несколько делегаций, которые встречают, вот здесь вот, Карим Ярулин встречает делегацию, это представители Республики Чад, в аэропорту их встречают. Вот представители французские журналисты, это, по-моему, представитель Индии с Талгатом Таджиевым в речном порту. В 1680 году, например, представители Большая Ташкентская конференция проводилась, 15 век, хиджры должен стать веком мира и дружбы между народами. Все они тоже приезжали, одни из представителей этой конференции приезжали сюда, в Казань, где и участвовали в различных мероприятиях. Ну вот французские журналисты Серж Жийон, Мишель Серьер, его супруга, также принимали вот участие как раз и посещали мечеть. И в том числе как раз это была направленная пропаганда такой на Запад, показать, что здесь ущемления в Советском Союзе религии нет. Надо сказать, что это действовало. Вот некоторые архивные материалы показывают. Из выступления, например, член нигерийской делегации, он в мечети в 1681 году писал: «Вы живете при социализме, и именно он представляет осуществление принципов ислама. Именно ислам является единственной религией, которая предписывает закят». Ну и здесь, например, мы прибыли в вашу страну и не встретили ни одного нищего, ни одного бездомного. Разве это не правда, за которую ратует ислам? Ну и вот это просто отдельный интересный факт. Это Тарковский в мечети Маржани. Вот, и сейчас вот эту тему закроем, и все. Дело в том, что, как я уже говорил, здание менялось. Вот этот пристрой, в который мы входим сейчас, появился, по всей видимости, первые пристрои появились еще в 50-е годы. Вот, по крайней мере, фотографии, видимо, 60-х, 70-х даже годов. Вот эти деревянные пристрои к мечети уже были тогда. Возможно, они были связаны с существованием вот этой артели Ирек. Необходим отдельный вход для входа в эту артель было. Кроме того, сама мечеть не имела столько помещений для того, чтобы тут разместилась и канцелярия различная, поскольку необходимо было вести обязательные бухгалтерские книги, мусульманские различные книги, библиотека, хозяйственные. Все это необходимо было уместить, а часть помещений была занята вот под эту артель. В этой связи считается, что вот эти постройки в 80-е годы писали о том, что они установлены были незаконно, с нарушением и различных норм, в том числе, поскольку мечеть Маржани была признана памятником архитектуры. Так или иначе, в результате верующие обратились в том числе к председателю Совета по делам религии, Совета по делам религии при Совете министров СССР, знаменитому Кураедову, который являлся одним из лидеров антирелигиозной в свое время деятельности, в котором говорили о том, что прием гостей, как-то стыдно принимать вот в этих таких вот жалких помещениях, и необходимо сделать пристрой. Специально выезжала комиссия, которая рассматривала, как можно изменить этот пристрой, и было принято решение с 1982 года уже выстроить отдельный большой пристрой. Во многом вот как раз Закария Минвалеев, вот он здесь на фотографиях, видимо, повлиял на то, что его пробивной такой талант, представитель Мутавалията, он как раз сумел и пробить вот это появление этого пристроя. Вот отдельный план этого пристроя, вот он здесь начинает появляться, вот, видимо, на строительство пристроя приезжает в том числе Талгат Таджиев в 80-е годы, советский период. Надо сказать, что в 1988 году пышно празднуется тысячелетие крещения Руси. И это событие считается началом религиозного возрождения в Советском Союзе, которое дало толчок в том числе другим религиям. Действительно, в 1689 году свое тысячестолетие уже по хиджре отпраздновали, в том числе мусульмане. Талгат Таджиев, как раз Талгат Таджидин пробивал вот это, приглашал гостей, иностранных в том числе. И они в том числе как раз приезжали в мечеть Маржани, вот, видимо, принимали здесь участие в некоторых, вот, в том числе, обрядах, связанных вот, с поминовением умерших. И таким образом, в общем, с той же самой мечети Маржани, с которой начиналось возрождение, так сказать, ислама в
1767 году. Это возрождение было начато в том числе и уже в поздний советский период, в начале 90-х годов, как вот такой религиозный ренессанс.